Первые страсти сегодня разыгрались в соревнованиях по легкой атлетике. Настоящая трагедия развернулась на беговой дорожке в забеге на 10 тысяч метров. Бурцева Артура, бесспорного фаворита, на последних метрах стали покидать силы. В итоге он уступил лидерство и пришел к финишу вторым. К тому же по решению судей спортсмена дисквалифицировали за то, что ему помогли, а также за нарушение линии дорожки. Вот, не пересек, вот он пересек финишную черту. Такого драматического момента история спорта Якутии не помнит. Возьми. Третьим дистанцию преодолел Копырин Николай, город Якутск, а победителем стал Драгунов Константин из Мегино-Кангаласского улуса. Сам удивился, когда на последнем километре сказали, Артур Бурцев совсем близок. И я его вообще не видел. На последнем кругу, вот на последнем повороте увидел я его. А я думал, что это шанс. Я очень рад этой победе. Долго работали командной. Хорошо поддержали, помогали во всем. На каждой дистанции есть свои элитные спортсмены, между которыми разворачивается борьба за медали. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Так поется в песне Владимира Высоцкого об утренней зарядке. Чего не скажешь о легкой атлетике. Мне, например, никогда не угнаться за Трофимовой Сарданой, которая в числе 16 участниц забега пробежала дистанцию 5000 метров. В этом забеге сюрпризов не случилось. Победила, как и ожидалось, Трофимова Сардана, представительница команды Верхневилюйска, пятикратная чемпионка России, мастер спорта международного класса. Сардана Трофимова в гордом одиночестве завершает дистанцию. Болельщики, приветствую ее. Поздравляем Сардану. За второе и третье место боролись 3 спортсменки. Итог: второе место у Изабеллы Борисовой, замкнула тройку лидеров Ирина Осипова. На этом она планирует завершить свою карьеру как бегунья. Саргылана Седалищева пришла 4-й. Всего в соревнованиях по легкой атлетике примет участие 251 спортсмен. Известный нам персонаж Остап Бендер мог вести одновременно до 18 испанских партий. Но, как мы помним, это не сыграло ему на руку. Другое дело полностью погрузиться в игру, выстроить свою логику победы и одержать призовое место на шахматном турнире. В интеллектуальной битве принимают участие 10 команд, которые получили свои путевки на игры еще в марте этого года. В турнире задействованы самые сильные сборные. Безусловными фаворитами считаются команды Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Однако судьи не спешат списывать остальных со счетов. А остальные команды, я думаю, они могут выстрелить, потому что в этом году у нас результаты выводятся по командным очкам. Это означает, если 2 члена команды выиграли, то эта команда уже не проигрывает. Допустим, если 2,5, то эта команда уже выигрывает. И в таком случае иногда бывали такие случаи, что команда, которая как бы по рейтингу ниже, она побеждает. Это же спорт, так сильнейших. Гимнастика для ума оказалась самым страстным видом спорта. Так, результаты первого тура просто ошеломили. Вилюйск со счетом 4-0 проиграл команде Усть-Алданцев. Хангаласский район уступил сборной Намского улуса со счетом 1-3. Фавориты турнира из Якутска оправдали свое звание и одержали победу над мегинскими интеллектуалами. Такими же результатами может похвастаться и сборная главного вуза республики. Они обошли татинских шахматистов. Также о себе довольно ярко заявила сборная Чурапчинского улуса, которая взяла верх над соперниками из Сунтара. Многоборье по комплексу ГТО – нововведение нынешних игр народов Якутии. В соревновании принимают участие команды, состоящие из 4 человек – 2 девушки и 2 парня. Им необходимо сдать нормативы по стрельбе из электронного оружия, подтягиванию на высокой и низкой перекладинах, метанию гранаты, бегу на 60 метров и на дальней дистанции – 2 и 3 километра. По итогам 5 видов испытаний у нас будут определены абсолютные победители среди женщин, 1, 2, 3 места, и абсолютные победители среди мужчин, 1, 2, 3 места.
и зачет пойдет, это командный результат. Первым испытанием в рамках многоборья ГТО стала стрельба из электронного оружия. Участники в положении сидя должны были выполнить 5 пробных и 3 зачетных выстрелов. Среди стрелков были замечены участники игр Дыгына: Артем Варданян и Вячеслав Дьяконов в составе сборной Намского района, Николай Матананов представлял Татинский улус и Тимофей Большаков был в команде сунтарцев. Вообще, почему решили вдруг участвовать в новом виде многоборья ГТО? Как сказать? Ну, многоборцы же мы. Услышали слово многоборье и решили участвовать? Ну, как-то так. Ну, тут, наверное, накал страстей не такой, как на играх Дыгына, да? Конечно. После обеда спортсмены переместились в село Чаран, где на территории нового ипподрома им предстояло сдать следующий норматив – метание гранаты. Вот так вот примерно выглядят метательные гранаты. Они различаются по весу: 700 грамм для мужчин, 500 грамм для женщин. Метание выполняется с места или с прямого разбега. Участникам даются 3 попытки. Еще одна спортивная звезда была замечена среди участников многоборья ГТО. Его еще называют летающим прыгуном из Нюрбинского улуса. Какой норматив для вас самый вот такой вот серьезный, к которому вы очень больше всего готовы? Моя специализация в прыжке вообще, поэтому для меня тут все как бы новшество. 3 километра. Вот гранату, тут надо технику. И вот полевая стрельба, вот, как бы, я особо не стрелял, но вот, для первого раза нормально. Первый соревновательный день позади. Впереди сдача еще 3 нормативов. Завтра, 7 июля, многоборцев ГТО ожидают подтягивания на перекладине и бег на 60 метров. 8 июля им предстоит преодолеть дистанции 2 и 3 километра. Виолетта Засимова, Артем Алексеев. Конкуренция на 8-х спортивных играх народов Якутии серьезная. Среди участников титулованные спортсмены, мастера спорта России. У нас настрой боевой. Надеюсь, завоюем медали. Мы по рейтингу стоим 2-е. Первый номер у нас стоит команда СВФУ. За них играет мастер спорта международного класса Гаврилов Денис. Вот он многократный призер чемпиона России. Для сравнения, на прошлых играх среди теннисистов было всего 2 мастера спорта. В этом году количество титулованных спортсменов утроилось. Но загадывать, кто станет триумфатором в спорте, как известно, дело неблагодарное. Судьи прогнозов не делают. Но есть сильнейшие команды по рейтингу. У нас есть республиканский рейтинг. Значит, сильнейшие команды среди мужских команд. Это СВФУ, Татинский район, Усалданский район, Чурапчинский район. Ольгу Тихонову любители тенниса знают уже давно. Здесь, на спартакиаде, она играет за чурапчинскую сборную. Ольга начала заниматься теннисом в 3 классе, когда ее родители переехали в Аймекон. Затем продолжила обучение в Якутске. А сегодня Ольга – студентка Чурапчинского института физкультуры и спорта. И она абсолютная чемпионка республики, призер всероссийских соревнований и чемпионка 7-х игр народов Якутии. Настроены мы, конечно, на победу, но команды все сильнейшие приехали, из этого будет сложновато. Самые главные наши соперники – это Нерюнгринский и Усалданский улусы. Вот, у них состав в этом году очень сильный. Кто бы мог подумать, что настольный теннис соберет столько болельщиков. Они компактно разместились между 8 столами, где сегодня проходит встреча теннисистов. А позади меня на центральных площадках состоятся решающие финальные схватки. Самые важные из них состоятся 8 и 9 июля. В эти же дни спортсмены постараются записать на свой счет победы и в личном первенстве. Усалданский улус славится своими силачами, поэтому соревнования по гирьевому спорту на родине легендарного Маягата Бердхара вдвойне ответственные. Через чемпионат республики на игры отобрались по 7 лучших спортсменов мужчин в 5 весовых категориях и по 5 женщин в 2 весовых категориях. Фавориты – это мастер спорта международного класса из Верхневилюйского улуса, это Михалев Дмитрий. И второе место, очевидно, будет Иннокентий Койом из Намцев, мастер спорта России. И 3 место пока еще интрига очень большая сохраняется, потому что в толчке равных по количеству 3 спортсмена.
есть. Рывок покажет. В толчке фаворит Дмитрий Михалев из Верхневилюйского улуса показал отличный результат весовой категории 63 килограмма. Выполнил 71 повтор. В следующей четверке весовой категории 68 килограмм на помост вышел Егор Попов из Чорпчинского улуса, который выполнил 81 толчок. Для сравнения, второй результат у Яна Дунаева – 59 толчков. Да, я довольна. Тренировки были успешные, много объема сделали. Вот и результат. Ваш личный рекорд какой? 85. Это давно, в 2019 году сделал чемпионат республики. Сейчас рывок остался еще после обеда, потом уже подведение итогов. На рывке какую задачу? 110. Задачи и результаты у спортсменов впечатляющие. Видимо, богатырская земля Усть-Алданского улуса добавляет спортсменам сил и уверенности. В отборочных турах по шашкам из 26 команд в финальную часть за право соревноваться на спартакиаде попали 10 сильнейших сборных Якутии. С сегодняшнего дня они будут оспаривать чемпионский титул. В каждой команде по 5 участников. Первые 3 доски играют на русские шашки, и последующие 4 и 5 доски – это стоклеточные шашки. Так, мы на этих играх ввели новую постановку. Здесь по русским шашкам будут играть жеребьевки первоначальных ходов. Они выбирают определенные цифры, и на основании этой таблицы, утвержденной Российской Федерацией, участники выбирают свой ход игры. Шашки по праву считается одной из самых интеллектуальных игр. Здесь использование правильной тактики, подходящих комбинаций приводит игрока к победе. На 8 спортивных играх народов Якутии состав очень сильный. В числе участников 10 международных гроссмейстеров. Среди них уроженка Чорпчинского улуса, действующая чемпионка мира Матрена Наговицына. Игра прошла сложно достаточно, потому что попалась у нас жеребьевка, мы летающие шашки играем, и там теория попалась, и так как мы обе знали, и возможно была бы ничья, но как-то так получилось, что она немножко ошиблась, и я обыграла. На сегодняшний день невозможно предсказать, какая команда лучше. Все подготовлены до единого, ведь многое будет зависеть от жеребьевки и первоначальных ходов, а впереди еще 8 туров. Дая Барашкова, Арсен Степанов. Прямо сейчас на стадионе Маягатта Бертхара проходит уникальный забег на 100 метров пода, то есть для людей с ограниченными возможностями здоровья, людей сильных духом. Адаптивная легкая атлетика является частью паралимпийского вида спорта. Сегодня состоялись забеги на 100-400 метров для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также спорт слепых и спорт глухих. В забеге на 100 метров участвовало 7 функциональных классов, в каждом из которых состязались 6 участников. Я, конечно, очень рад этому событию, что адаптивная легкая атлетика включена в программу спортивных игр народов. Это для развития адаптивного спорта в республике дало очень большой, значительный шаг. Мы видим, результаты наших спортсменов и на российском уровне, и на республиканском уровне по массовости. Мы уже наравне, уже можно сказать, со здоровыми спортсменами. Победу с явным преимуществом в функциональном классе Т-45-47 одержал фаворит забега, уроженец Усть-Алданского улуса Саргылан Семенов. Сначала немножко паниковал здесь. Молодой человек еще со мной вместе бежал на отборочном республике. Мы с ним вместе финишировали. Я чуть-чуть первым был. Здесь уже немножко понастраивался как надо. И вот результат. Как ты думаешь, родные земли тебе помогли? Да, конечно, очень сильно. Уникальным является спорт слепых. В нем участвуют 2 человека – незрячий спортсмен и спортсмен-лидер. По комплектации и по весу они должны быть наравне. Ринат Джангиров из Хангаласского улуса профессионально занимался дзюдо и самбо с самого детства. Несмотря на травму, спорт остался в его жизни, и сейчас он является кандидатом в мастера спорта и призером Кубка России по парапауэрлифтингу. А в забеге на 100 метров он одержал победу в функциональном классе Т-55-57.
Эмоции твои, наверное, зашкаливают. Ты долго, наверное, готовился? Да, конечно, готовились. Была мотивация выиграть, так как я впервые на подобных соревнованиях масштабных. Очень понравилось, очень рад. Данный вид спорта является доказательством, что спорт объединяет и безграничен. Пожелаем спортсменам удачи. Елизавета Прокопьева, Григорий Хлопков. Сегодняшний прогноз погоды в большей степени, наверное, интересовал лучников. Порывистый ветер помешал даже самым метким стрелкам. Если смотреть по пробоинам, стрелы попадали в двойку, в тройку, а то и в молоко. При хорошей ясной погоде таких ошибок не было бы. Несмотря на погодные условия, сегодня лучники выявляли финалистов в личном зачете и в команде «Микс». Среди участников есть и новые имена. К примеру, в стрельбе из блочного лука Лидия Рязанская из Мирного впервые пробилась в бронзовый финал. В детстве танцами занималась. Недавно занимается стрельбой из лука на чемпионатах республики. Это такие 5, 6, 8 места занимала. Сейчас за бронзу будем стрелять. С кем? Так. Там сильная лучница Скобяйского, там призер чемпионата в России, Винокурова Даяна. Тяжело будет, но поборемся. Как и ожидалось, финал будет интригующим. В классике за золото выйдут Рената Гаврилева и Розалина Тимофеева, Ян Константинов и Аял Федоров. А в блочном дивизионе Маркова Юлия и Чана Иванова. Среди мужчин золото оспорят международники Асим Павлов и Аял Адамов. Я говорил новые имена, например, из этого Знамского и Мирнинского. Аина Павлова. Молодая, но тоже мастер спорта России. Аял Федоров, например, он опытный, но давно не стрелял и показала неплохой результат сегодня на спаррингах. Завтра у лучников завершающий день. Кто станет чемпионом, будет зависеть от многих факторов. От погодных условий в том числе. Нургаяна Егорова, Арсен Степанов, Чаран. Жители Усть-Алданского улуса свято чтят имя легендарного силача Маягатта Бертхара. К открытию 8-х спортивных игр народов Якутии в Усть-Алданском улусе поставили памятник могучему Маягатта в 4 метра высотой. Новый стадион также назван в честь якутского богатыря. Когда Маягатта возвращался с рыбалки, сыновья Тыгына решили испытать его силу. Настоящий ли он силач? Сын Чалаи верхом на лошади решил его протаранить со спины, подумав, неужели этот богатырь сможет выдержать лошадиную силу. Со всей мощью и скоростью кинулся на ничего не подозревающего Маягатту. Но якутский богатырь даже не вздрогнул и, не оглянувшись, отмахнул левой рукой. Чалаи вместе с лошадью отлетели поверженной силой Маягатта Бертхара. Богатырь якутской земли Маягатта Бертхара родился в селе Сырдах. Он жил во времена правления Тыгына в первой половине 17 века. Подобно Илье Муромцу, Маягатта не мог ходить до 9 лет, за сыном ухаживала его мать. Они каждый раз шли охотиться или порыбачить, и каждый раз мать таскала на себе сына в односамках. И однажды, увидев сын кровь на коленях матери, она очень волновался, испугался и стал натереть кровью матери свое колено. И по преданию он с тех пор стал выздоравливаться и стал могучим. Поговаривают, что Маягатта был ростом до 240 сантиметров. До сих пор живы легенды. И вот уже 500 лет из уст в уста передаются истории о его несметной силе. Дая Барашкова, Арсен Степанов.